Мой дядя самых честных правил, когда ни шутка за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука, с больным сидеть и день и ночь, не сходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство, полуживого забавлять, ему подушкой поправлять, тихонько подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Так думал молодой повеса, летя пылины почтовых, Всевышним воли с леса, наследник всех своих родных. Друзья, Людмила и Руслана, без провели следующий час, позвольте познакомить вас с героем моего романа. Евгений, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родите и вы. Там некогда гулял и я, на вреден север для меня. Служив отлично благородно, долгам жил его отец, давал перебал ежегодно и промотался наконец. Судьба Евгения хранила, сначала мадам за ним ходила, потом месье и семью. Масье Аббей, француз убогой, чтоб не измучил дитя, учил его всему шитья. Не докучал морали строгой, слегка за шалости боронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора набившей руцы нежной, масье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, как тенти лондонский обед, острижен по последней моде. Он по-французски свободно, мог изъяснять не писал, и кланялся непринужденно. Чего же воле? Свет решил, что он умен очень мил. Мы все учились чему-нибудь, как-нибудь и чему-нибудь. Но мы все поняли чему-нибудь, как-нибудь. Так воспитание, слава Богу, у нас не будет блеснуть. Онегин был, по мнению многих, совершительно строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант, без принуждения в разговоре, коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранит молчание в важном споре и возбуждает улыбки нам огнем нежданных эпиграмм. Бывало он еще в постели, к нему записки несут, что в самом деле ты дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник, куда ж проскачем мой показывать, но везде поспеть не мудрено. Пока мы в утреннем уборе, надевший руки фольвар, они едет на бульвар, пока не древнейший приедет, не позвонить ему опять.